Что если Хасбик решит завоевать весь мир? Во-первых, Хасбик собирает свою армию из 8 миллионов подписчиков и нападет на Польшу. Битва будет долгой и будет длиться ровно 5 секунд. НАТО на это не реагирует, так как думает, что малыш играется. Далее Хасбик решает разделить свою армию на два фронта. Первый фронт возглавляет он сам, а второй — генерал-минерал. Хасбик со своей армией захватывает Чехию, Словакию, Австрию и Венгрию, а генерал-минерал решает предать Хасбика и нападает на него со спины. Армия Хасбика, которая потеряла множество бойцов в походах, проигрывает генералу-минералу. Далее генерал берет Хасбика в плен и решает продать его американскому Дани Уайту. Хасбик не понимает, за что его предали. Оказывается, под маской генерала-минерала все это время скрывался Асхаб Тамаев. Но Хасбик предполагал это предательство и вместе со своей новой кавказской армией нападает на Асхаба и побеждает его армию. Тамаев в полном замешательстве, если Хасбик здесь, то кого он продал Дани Уайту. А под маской Хасбика находился Абдурозик. Избавившись от своего главного врага, Хасбик со своей новой бомбовой армией завоевывает всю Европу.